Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня суббота, внуки мои пока спят. Я им с вечера сказала, что могут спать сколько хотят, поэтому я их не бужу. Сегодня у нас буран, прохладно, где-то минус 7-8 градусов, но ощутимо, как будто сильный мороз. Я ухаживала за скотинами, немножко кидала снег, но все равно уже замело. Пока копать не будем, наверное, будем кидать снег где-то после обеда. Может, перестанет буран, а может, еще больше будет, не знаю. Как холодно. Обычно, когда буран, бывает тепло, но сегодня ветер холодный. Пока внуки спят, я хочу поговорить с вами. Сегодня у нас будет отдых. Вчера я приготовила рассольник, пекла пироги, булочки и блины. Чтобы сегодня ничего не приготовить, отдыхать вместе с детьми. Я знала, что будет буран, будет снегопад хороший, и будем мы копать сегодня только снег. Да и займусь стиркой. Баню пригласили дети. Сегодня мы баню топить не будем. Но я все равно с утра встала, помыла голову и сделала себе укладку, потому что старший внук Кирюша сказал: мамочка, завтра будем фоткаться. Сделайте себе прическу. Почему-то он хотел фоткаться. И я с утра встала, сделала себе укладочку. И сделала себе укладочку, как смогла. Волос, конечно, нет у меня. После ковида вообще сильно выпали волосы. Но ничего, самое главное — здоровье. Остальное все будет. Насчет здоровья хочу ответить. Все спрашиваете, спасибо вам большое, что вы меня всегда поддерживаете, узнаете, как я живу, как мое самочувствие, как здоровье. Спасибо вам огромное. Все со мной хорошо. Я думала, что будет очень плохо, да и было очень плохо. Все равно, слава Всевышнему, с вашими молитвами я встала на ноги. Я чувствую себя хорошо. И полна энергии. Могу делать дела по дому, на улице. Очень люблю я снег кидать. Странно, да? Люблю на свежем воздухе что-то делать. Выхожу с своими козочками гулять. Их выпускаю, они ходят. В любую погоду я их выпускаю. И они прогуляются. Для них полезно. Да и для меня тоже свежий воздух полезный. Спасибо большое вам, мои подписчики и зрители моего канала, что интересуетесь здоровьем моей младшей сестренки Мизали. Она сейчас проходит реабилитацию. Должна она проходить компьютерную томографию. Я не знаю, как это называется. Короче, с ног до головы она должна компьютерную томографию пройти. И врачи, наверное, хотят увидеть, нету ли там где-нибудь дальше опухоли. Анализы она сдала, но мне она пишет, что все хорошо. Дай Бог. Дай Бог здоровья. Еще вы спрашиваете, как чувствует моя сестра старшая, Саимя.
Она чувствует себя отлично. Недавно я ее привезла. Она ночевала с нами ночь. Приехали брат с женой. Как раз утром я привезла сестру. Мы вместе все посидели, поговорили, вспоминали, вместе работали, привезли дров. И все это мы укладывали. Было хорошо. В следующий день я сестру отвезла в деревню, домой. Все у нее хорошо, слава Всевышнему. Еще многие спрашиваете про мою тетю Раису. Тетя Раиса, я про нее тоже видео снимала. Она, к великому сожалению, не смогла победить COVID. Она умерла. 31 августа она умерла. 60% поражения у нее было. Ей 86 лет было. Ее 31 августа привезли, похоронили, а меня 31 августа увезли в больницу COVID-центр, в госпиталь. И я, к сожалению, не смогла проводить ее в последний путь. Проводили внуки, внучки и сноха, да и родные. Пусть спит спокойно, земля пусть будет ей пухом. Но ничего не поделаешь. Этот ковид уносит многих. Очень жалко, конечно. Пока дети спят, я села за компьютер, отвечаю комментарии. Одна подписчица моя пишет, Равиля: мама Голя, скажите, пожалуйста, какой камерой снимаете видео? Качество хорошее, нравится. Я не знаю, качество какое у меня. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то пишет, что плохо снимаю. Кто-то пишет, что плохо монтирую. Кто-то жалуется Розе, что невозможно смотреть. Научи, пожалуйста, свою мать, пусть правильно снимает, пусть правильно монтирует. Ну, что я могу делать? Как могу, так снимаю. Кому нравится, смотрят, кому не нравится, нет. Снимаю, как снимаю. Так мне Роза показала. Все-таки она меня научила, спасибо ей. Но все равно, может, я не так снимаю. Ну, что я могу делать? Я больше никак не могу. Монтирую тоже, как у меня получается. Но я не профессионал. Я все-таки второй год только снимаю, монтирую. Снимаю, моя хорошая, я на свой телефон Xiaomi. Камеры у меня нет. Да мне кажется, и не надо. А компьютер у меня вот такой. Монтирую здесь. Спасибо, что вам нравится. Гүлгенә пишет. Исән сау гына булыгыз инде, туганым кебек хәзер. Көтеп алам видеоларыгызны, елап та, көлеп тә алам сезнең белән. Шундый рәхәт сезне тыңлау. Рәхмәт зур булганыгыз өчен. Тоже вот Гүлгенә пишет. Вы, говорит, мне стали как родственница. Жду каждый день ваши ролики. Ролики, когда ваши смотрю, и смеюсь, иногда и поплачу.
Спасибо, что вы есть. Спасибо тоже. Спасибо вам большое, Гульгина. Спасибо, что и вы есть. Да пишут еще, что я долго не появляюсь, что редко выпускаю ролики. Да, редко выпускала ролики, болела. Не было настроения. Сейчас стараюсь снимать по возможности. То на втором канале выпускаю ролик, поэтому, когда я чередую каналы, вам кажется, что я долго не появляюсь. Да я и часто не могу снимать. Все-таки, хотя зима, хотя огороде нет работы, все равно дома работа есть. Вот с утра начинаю, до 12 часов у меня работа. Вроде делать нечего, а все равно я не сижу. То ролик снимаю, то монтирую, то готовлю, то комментарии выпускаю, отвечаю на них, то за скотиной ухаживаю. Сейчас уже снег надо копать, то стирать надо, то гладить надо. Хотя мои дети большие уже, но все равно за ними тоже нужен уход. Поэтому времени у меня вообще нет. Раньше я и вязала, и шаль вязала, платки, и носки, и варежки, пух обрабатывала, чесала, пряла. Как-то времени было много, а сейчас не вяжу ничего. И стирает машина, все делает, и внуки помогают. Я не знаю, почему-то у меня времени нет. Или я постарела, не могу распределить время. Не знаю. Это пишет мне Халжат, что меня долго не было в Ютубе. У меня 2 канала. Первый канал, там 60 тысяч с чем-то подписчиков. Вы помните, мой этот канал украли. Слава Всевышнему. Ходатайствовала Роза, спасибо ей большое. Канал мне вернули. Подписчики прибавляются, но просмотров нет. YouTube не предлагает мои ролики почему-то, хотя мои подписчики все подписаны. Вот я сама даже не знаю, почему это. Не понимаем мы, почему так. Может, кто-то знает. Подскажите, пожалуйста. На первом канале, канал Мама Гуля, 60 627 подписчиков. В этом месяце подписались 297 подписчиков. Вот я 2 дня тому назад выпустила ролик, купила одежды для внуков, мое хозяйство. Но у меня, хотя 60 тысяч с лишним подписчиков, у меня просмотры только 536. У меня подписчики только 536 за 2 дня. У меня нет просмотров. А второй канал у меня «Мама Гуля. Жизнь в деревне». Там 10 278 подписчиков. Когда мои подписчики набирают канал «Мама Гуля», выходит вот этот второй канал, где у меня 10 тысяч подписчиков. Хотя не пишут, что «Мама Гуля. Жизнь в деревне». У меня второй канал называется так. Все равно выходит канал этот, если даже набирают первый канал. Вот такая проблема у нас, но причину мы не находим. Не знаем, как нам быть. Может, кто-нибудь
знает, подскажите, пожалуйста, мне. У меня дети начинают просыпаться, надо их кормить завтраком. На этом я свой ролик заканчиваю. Желаю вам всем здоровья, отличных выходных. Всем пока-пока, до следующих встреч.